Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер. Мяч круглый. Поле ровное. У каждого есть шанс добиться успеха. Сегодня здесь, на Уфимском стадионе «Нефтяник», у участников проекта «Реальный футбол» начинается новый этап, который вполне возможно изменит их судьбы. Меня зовут Дмитрий Каретко. Это первый выпуск нашего большого футбольного шоу на БСТ. Сэмми, я хочу, чтобы ты увидела меня по телевизору. Избранные готовятся дать бой. Ну, я прям хочу забить футбольному клубу Уфа. Но повезет не всем. Давай, чуть-чуть напрягись. О! Сначала отбор тренерского штаба. Вот первый, кто уложился в норматив. Первый? Да. Потом тестирование в физдиспансере. Едем за победой в футболе. Кто отправится обратно на балет, а кто сразится с командой премьер-лиги. Реальный футбол. Реальный шанс сыграть с командой премьер-лиги. Проект организован при сотрудничестве телеканала БСТ и футбольного клуба Уфа. Вначале желающие заполнили анкеты в интернете, на сайте Баш-Ньюс или на официальном сайте Уфы. Сотни человек решили воспользоваться этой возможностью. Заявки поступили не только со всей республики. Были из Казани, Сургута, Нижневартовска. Но на отбор по решению тренерского штаба пригласили чуть более 3 десятков. Получить опыт, то есть сыграть с профессионалами. Чтобы не терять физическую форму, решил попробовать себя в роли футболиста. Как это на профессиональном уровне, наверное, ощутить тоже надо бы. Доказать, что фристайлеры тоже могут играть в футбол и неплохо играть. Сэмми, я хочу, чтобы ты увидела меня по телевизору. Вера одного сильнее не верит тысячи. Так что, ребята, верьте в себя. Каждый из них ищет футбольный смысл в своей жизни. Готов сражаться на зеленом поле в любом возрасте, чтобы доказать себе, родителям, родным, друзьям, всему миру, что способен бороться с игроками из премьер-лиги. Ну, я прям хочу забить футбольному клубу Уфа. И у них есть этот шанс. Ну а сейчас, друзья, я попрошу вас тепло поприветствовать наш тренерский штаб, 3 уважаемых в российском футболе человека, которые будут работать вместе с вами. Итак, друзья, Денис Иванов. Денис Иванов – самый бескомпромиссный наставник реального футбола, прошедший футбольную школу Уфы. Тренер команды 2002 года рождения не даст спуску никому. Наиль Хабибуллин. Воспитанник Нефтекамской школы футбола Наиль Хабибуллин большую часть карьеры провел в Башкортостане. Игроком выступал в составе уфимской команды, которая пробилась в футбольную национальную лигу. Это 2-й по силе российский дивизион после премьер-лиги. И Евгений Николаевич Перевертайло. Евгений Перевертайло, наставник клубов премьер-лиги, в сезоне 2015-2016 возглавлял уфимскую команду в качестве главного тренера. Именно при нем раскрылся нынешний полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко. Кроме того, 64-летний специалист работал главным тренером в Нижнем Новгороде, Балтике, Тосно и Сибири. Евгений Николаевич, вот честно я вам скажу, никто понятия не имеет, что мы здесь будем делать вообще, как все это будет происходить, насколько все это будет похоже на реальные тренировки профессиональной команды. Пожалуйста. Рады вас видеть на нашем стадионе, начать наше путешествие в реальный футбол. Реальнее некуда. Прыжки в длину, бег на 30 метров, обводка и удары по воротам, бег с ведением мяча в челночном режиме. Под конец двусторонка. Все по-взрослому. Тренеры и так рискнули, встав на сторону любителей против мастеров премьер-лиги. Теперь предстоит вам уже доказывать, что не ошиблись в вас. Но для этого надо будет пройти тестирование. В сегодняшней программе тестирования есть игра. То есть мы вас разобьем на команды, и вы сыграете в двустороннюю игру в футбол. Ну что, поехали? Давайте. Всем успехов, всем удачи! Ребят, готовы, да? Давайте здесь еще раз повторюсь, будем измерять ваш прыжок в длину. Белую линию заступаем, подходим самостоятельно, прыгаем как можно дальше, 2 раза. Я засчитываю. Ну, где-то, да. Ну, 1,90 м где-то. Неплохо.
Футбол можно сравнить с балетом? Ну, по части физической нагрузки можно. Режиссер с ума сошел, да? Говорит, прыгни. Сейчас. Я прыгну, сразу все это. 3:20 будет. Ага, еще раз. Если больше никто не изъявит. Наверное. 2:10. Достаточно странные люди вратари. Вратари, да, они немножко наголо больные бывают. У тебя есть что-нибудь такое? Вот? Конечно. Что тебя отличает от Ну, мы, большинства? бывает, отбиваем мяч вообще даже. Ну, ни секунды страха нет, просто можно лицо поставить. Он не верил, что я 2:40 прыгну. Давай, чуть-чуть напрягись. О! Вот, уже похоже. В принципе, все хорошо прыгнули, но лучше всех прыгнула, понятно же, Олеся у нас. Конечно. Ну, красивее всех, да? Лучше всех. А дальше всех прыгнул это Хамзин Аскар. Для Аскара Хамзина выполнить все эти упражнения не проблема. Неоднократный чемпион России по фехтованию на рапирах, вице-чемпион Всемирной универсиады. Я начинаю терять физическую форму и потом долго очень набираю. Кто-то может быстро влиться, я вот долго вливаюсь, поэтому мне лучше немножко подрабатывать, как бы работать над физической формой вот, на отдыхе. Ты можешь объяснить, а это вообще зачем нужна вот эта вот пробежка? Это мы смотрим скоростные данные. Ну и как, побегут они? Есть ребята, которые близки к нормативу. Есть люди, которые могут быстрее, чем ты, бежать по полю? Здесь, думаю, нет. 4:88. Меня всю жизнь сравнивали с неуклюжим медведем, потому что, в принципе, у меня комплекция такая большая. И поэтому я хочу доказать им, что, в принципе, все зависит от человека. Нет, на самом деле есть быстрые ребята, которые дано им бежать. Угу. Это где-то Но это не самое главное. Это, в принципе, не самое главное. Вообще, все это тестирование, это формальность, потому что все будем все равно смотреть во время... Двусторонки? Конечно, во время игр. Приготовились? Вот. Ну, да. 4:17. Вот первый, кто уложился в норматив. Первый? Да. 4,2 секунды. Редко бывает так, что здесь что-то не получилось у кого-то, потом получается в футболе. Угу. Будем Ну смотреть ладно. все равно на футболе. Да, мы будем смотреть. Приготовились? Я готов. Олеся! Ребята, лучшее время! Браво, лучшее время. Вот от фишки стартуешь с мячом, да? Обводка 5 стоек и удар после обводки 5 стоек. И в момент нанесения удара будет останавливаться время на секундомере. Желательно в 6 секунд уложиться. Готов? Реал, давай. В камеру попадешь, сразу берем. Ай. А как вам Олеся, кстати? Олеся супер. Олеся бомба. Да. Возьмем в команду? Обязательно. Что за вопрос Конкурс. дурацкий, да? Конечно. Спокойно. Он сказал 2.
Евгений Николаевич, а помните, Симак запрещал материться? Да. У нас материться-то можно? Нет. Давай, Нургиз, давай! Да, сейчас будет интересная пара. До конца Вагиз добегай. До фишки. И набирай после разворота, набирай. Все, ускоряйся. Катни его и ускоряйся. Концовочка. Давай. Молодец. Постарайся прибавить. До последней фишки добегай. Терпеть. Ну, я сам мечтал так поиграть в футбол на таком уровне. В одном шаге от проекта. Двусторонка все покажет. У нас есть надежда, а у них не знаю. Кто отправится в Освояси, а кто сразится с командой премьер-лиги, решение за тренерским штабом. Намерены отказаться от 3 человек. Оставшиеся отправятся на медосмотр. Едем за победой в футболе. Проект «Реальный футбол», если не опровергает хоккейный характер республики, то однозначно вносит коррективы. Желающие принять участие в реалити-шоу отправляли свои заявки не только со всего региона. Сургут, Севастополь, Казань. Возможность сыграть с командой премьер-лиги редко выпадает. Но на отбор из сотен желающих пригласили не более 3 десятков ребят. Причем из разных городов. Ришат Галиахметов, учитель физической культуры, живет в Благовещенском районе. Из Бедеевой поляны недалеко добираться? Ну, далековато. Вот прямо если до Нефтяника конкретно 90 километров. Но я говорю, как бы уже привык, я постоянно езжу, и, час езды по сути. Айдар Муртазин, 1999 года рождения. В детстве занимался хоккеем, потом увлекся футболом. Сейчас работает в нефтяной компании, но о спортивном увлечении не забыл. С помощью проекта «Реальный футбол» готов замахнуться и на Манчестер. До Манчестера еще далеко или уже нормально? Не, еще далековато пока что. Даже очень далеко. Это я так написал в шутку. Ну, наверное, доля правды есть какая-то. Возможно, всякое бывает. Антон Саранцев, 1989 года рождения. Все свободное время играл в футбол с самого детства, но родители физруки всю жизнь отговаривали сына от профессиональных занятий спортом. Однако футбольную мечту детства не искоренить. У меня родители, то есть, имеют образование высшее физического, культуры, отучились в Стерлитамаке, и всю жизнь, в принципе, меня отговаривают от занятия спортом, потому что это травмоопасно, в этом нет смысла. На это, этим на жизнь не заработаешь. Рустем Габделхаков, 1992 года рождения. Занимался разными видами спорта, сейчас вместе с братом собирает точные копии спортивных машин. Верит прежде всего в себя и свои мечты. Peugeot 406. 406 подходит под Ferrari, под многие, под Aventador, Lamborghini. Вот получается, мы убираем этот корпус от Peugeot, наш кузов сажаем на него и уезжаем. А то вот эта работа в гараже уже монотонно надоедает, разнообразие хоть какое-то. Но я сам мечтал так поиграть в футбол на таком уровне. Олеся Мазур стала жемчужиной футбольного проекта. Она называет себя планочным, от слова планка, воином. Сейчас она вышла из подполья на стадион. Посмотрим, на что способна Олеся. Вот когда так рядом с ней гигантское количество мужчин в спортивном, какие ощущения все это вызывает? Я смотрю на это, на ее работу. Это же интересный проект. Я говорю, ты не торопись, а что не знаешь, он тренер есть, говорю, подойди, спроси. Самый главный тренер же все равно в команде. Павел Панасюк, 1972 года рождения. Даже его жена играет в футбол. Уже на отбор пришел со своей группой поддержки. У него под рукой целое хоккейное звено. 47-летний участник проекта, отец 5 детей. Бизнесмен решил побороться на равных со всеми. Моя личная мотивация, вот она здесь сидит.
все три моих мотиватора. Чтобы ребятам было прикольно просто посмотреть на то, как папа играет в футбол. Чтобы было прикольно посмотреть, чтобы проникнуться дополнительно. Они и так уже, в общем-то, 3 года в футболе, ну, кроме Агни. Агни всю сознательную жизнь и неосознанную тоже в футболе практически. Надо просто сыграть в футбол, чтобы мы посмотрели ваши игровые возможности теперь. Хорошо, вы выполнили упражнения. Мы, естественно, еще проанализируем эти упражнения, связанные с вашей физической и технической подготовкой. Ну и хотим посмотреть игровые характеристики ваши в игре. Двусторонка, казалось бы, чего проще, но нет. И здесь есть свои нюансы. Во-первых, физическая подготовка, хватит ли выносливости на весь футбольный матч. Во-вторых, игровые способности, навыки участников. Нечего на поле пенять, если в футбол играть не умеешь. Есть надежда? Ну, конечно, есть надежда. У нас есть надежда, а у них не знаю. Участников поделили на 4 группы, которые играли, конечно, не на всем поле, хватило 1/4. Ту физическую форму, конечно, которую хотят от нас тренеры, я думаю, нам будет сложно набрать, но то максимум мы себя точно выжмем. Практически нескольких минут двусторонки хватило, чтобы тренерский штаб разгадал каждого, но решение приняли не сразу. Конечно, уровень настолько любительский. Что я ухожу отсюда вообще, все. Надоело мне, да? Да, что очень... Но вы ожидали более высокого. Надо задуматься над программой подготовки, то есть подобрать под этот уровень упражнения такие, которые им по силам. Чтобы они выжили просто. Чтобы они... шахматы? Да, нет, речь идет о футболе. Кто эти люди? Это Насибуллин Эдгар, Амантаев Искандер и Габдулхаков Рустем. Итак, Рустем Габдулхаков продолжит собирать копии спортивных машин. Эдгар Насибуллин тоже отправился на зрительские трибуны. Обладатель самого футбольного имени сотен кандидатов Реал Мамаев тоже не пришелся ко двору. Артист балета Искандер Амантаев упустил шанс доказать, что по физическим и эмоциональным нагрузкам балет можно сравнить с футболом. Я как бы с мячом на «вы», а пришли на испытание люди уже, которые на «ты» с мячом. Прямо сейчас участники нашего проекта готовятся пройти медицинское обследование в Республиканском физкультурном диспансере. Нам важно знать, в каком физическом состоянии пребывают ребята. Возможно, даже кому-то из них просто запрещено принимать те нагрузки, которые предлагает тренерский штаб. Ну а как вы хотели? Со здоровьем не шутят. Б, И, Ш, М. Другим глазом сделайте то же самое. На самом деле это просто ужасно находиться в больницах. Понятно, что у нас здесь не лечат, а только берут анализы всевозможные, проверяют физическое состояние организма, но вот эти очереди спасают только симпатичные медсестрички и огромное количество тестостерона, которое есть в наших парнях. Да, Наиль? Да. Женатый человек, между прочим. Оказался еще выше и худее, чем предполагал. Это нужна неотъемлемая часть в любом соревновании, чтобы тренера для нас подготовили какой-то определенный непосредственно курс обучения, чтобы могли понимать наши нагрузки. Указательным пальцем покажите нос. Второй рукой также. Хорошо, глаза открываем. Мне сказали, что я здоров.
Мы делали УЗИ сердца, я никогда не делала, не слышала, как бьется мое сердце. А на УЗИ это было как будто бы лягушка, у меня там в середине сердца такие интересные звуки. Для меня это все новое, для меня это правда как полететь в космос. Чувствую себя Валентиной Терешковой. Да, конечно. Едем за победой в футболе. В первый раз проходило это, вот, допустим, эхо сердца нам проделали и велик, получается, крутили. Велик крутить было довольно-таки тяжело. Самое тяжелое было это на велосипеде, когда проверяли наш организм на выносливость. Там 3 этапа было, каждый раз тяжелее и тяжелее, и мерили давление. Это было самое тяжелое. Не хотелось встать и уйти? Хотелось, но больше хочется играть против КФА. Они у нас проходили велоэргометрию, ЭКГ, в принципе, у них здоровье позволяет. Но заниматься на профессиональном уровне длительное время, я думаю, что по их возрасту, то есть им уже примерно около 30 лет всем, то есть им уже поздновато. Теперь отобранные участники проекта будут приходить на стадион «Нефтяник» не как зрители или болельщики. Им предстоит дать бой на «Нефтянике». Но перед этим много работы. Очень много работы. Эй, ты куда? В премьер-лигу, брат. Смотрите в следующей серии. Кто слабое звено? Играем за себя и за Олесю! Кому не хватает мотивации? Это нечестно было. Первая двусторонка покажет пробелы. Футбольное поле почти как плац, либо строевым шагом, либо бегом. Подарок друга. Сделано от чистого сердца, и скрипа в душе у меня нету. Участие в проекте – презент на день рождения. На десерт – суперсет. Смотри-ка, какая заруба идет, а? Тренерский штаб испытывает на прочность реалистов. В грязище все. До главного матча дойдет не каждый. Кто покинет команду после первой тренировки? Официальный партнер проекта – Центр страхования «Аккорд Экспресс». Партнер проекта – Республиканский врачебно-физкультурный диспансер.